В Кулябе родители школьников требуют покупать школьную форму только в указанных ими фабриках. Член Народно-демократической партии Таджикистана задержан при получении взятки в крупном размере. Эрдоган примет участие в саммите ШОС. Арбитра отстранили от судейства за драку с игроком. В Кулябе родители школьников требуют покупать только школьную форму производства местной швейной фабрики и предъявлять чеки администрации школы. Администрация Кулябской средней школы номер 36 заключила контракт со швейной фабрикой «Кооператор» и требует от родителей школьников покупать только школьную форму производства этого предприятия. Власти города Куляба и руководство Министерства образования и науки Таджикистана заявляют, что никакой принудиловки в покупке школьной формы нет. Оказалось, что швейное предприятие «Кооператор» заключил контракт на производство школьной формы со всеми 52 школами города Куляба. Администрация школ Васейского района города Бахтар заключили такие контракты со швейными фабриками Султони, Кабир и Бахтар. Однако, по словам родителей, предъявить чек на покупку школьной формы у конкретной швейной фабрики требуют только в кулябских школах. Родители заявляют, что угроза директоров школ о недопущении детей к школьным урокам противоречит статье 41 Конституции Таджикистана, которая гласит: «Каждый имеет право на образование. Общее основное образование обязательно. Государство гарантирует общее основное обязательно бесплатное образование в государственных учебных заведениях». Некоторые родители говорят, что по-прежнему покупают школьную форму иностранного производства для детей на рынках и в магазинах, поскольку их не устраивает качество одежды местных швейных предприятий. Согласно стандартам, состав ткани школьной одежды должен состоять на 60% из хлопкового волокна и на 30-35% из синтетических нитей. Однако внешний вид новой формы не устраивает многих родителей, в основном из-за фасона и некачественного материала. В 50 тысяч сомони оценил свой так называемый труд заместитель главы сельского Джамуата Анива Арзобского района. Член Народно-демократической партии Таджикистана Назимов Шамсулло Нурулоевич, будучи на указанной выше должности, за выделение земельного участка потребовал гражданина А 50 тысяч сомони. Как сообщили в агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, получив 20 тысяч сомони из указанной суммы, Шамсулло Назимов потребовал принести оставшиеся 30 тысяч сомони. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Назимов был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства сразу после того, как получил у гражданина А 30 тысяч сомони. В отношении Шамсулло Назимова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Таджикистана, переданное в суд после проведения нужного расследования. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган примет участие в саммите ШОС, который состоится в Самарканде 15-16 сентября, сообщает спутник Узбекистан. Национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулло Нуримбетов уточнил, что свой визит турецкий лидер уже подтвердил. Нуримбетов также добавил, что ожидается визит других гостей, по которым пока идет согласование, но при этом уже стало известно, что Узбекистан в эти даты посетит глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Также, кроме 8 государств-членов ШОС, на саммите ожидает участие лидеров 3 стран-наблюдателей – это Беларусь, Иран и Монголия. Эрдоган собирается посетить Узбекистан по приглашению Путина. Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Турции на встречу в Узбекистан. Главный арбитр матча Суперлиги Таджикистана 2022 по футзалу между командами ЦСКА и Старавшан Сафаралием Ахмадизода отстранен от судейства за драку с игроком столичной команды Акмалом Алиназаровым по окончанию матча. Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана. По решению судейского комитета Федерации Сафаралием Ахмадизода отстранен от проведения всех матчей под эгидой ФФТ на 5 туров. Почему произошла драка, не сообщается. Это не единичный случай, когда между игроками и спортивными судьями происходит драка. Ранее легионер из Камеруна Жанга ТНД из Хатлона избил арбитра, после чего был отстранен от 10 матчей и получил 2500 сомони штрафа.